В эфире Якутия-24 актуальное интервью. С приходом лета и каникул в образовательных учреждениях родители начинают задумываться о том, чем и как занимать своих детей. И, конечно же, самым востребованным направлением являются летние лагеря, где ребенок может не только отдохнуть, но и укрепить здоровье, провести весело и, что немаловажно, полезное время. Сегодня разговор пойдет о летней кампании. Что должен знать родитель перед тем, как отправить своего ребенка в лагерь? И на что стоит обратить внимание, чтобы отдых был качественным и безопасным. В студии у нас заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Наталья Борисовна Борисова. Наталья Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте, Василий. Ежегодно Роспотребнадзор контролирует летнюю оздоровительную кампанию. Работа начинается задолго до открытия сезона. И сколько всего летних оздоровительных учреждений у нас планируют открыть в этом сезоне? Да, действительно, управление Роспотребнадзора ежегодно контролирует летний отдых детей. И в этом году, как и в прошлых годах, у нас открывается 680 летних оздоровительных учреждений. Они все состоят в реестре, в всероссийском реестре лагерей. Этот реестр вы можете посмотреть на сайте Министерства образования, подраздел «Летний отдых и оздоровление детей». Ну и в этом году у нас по линии Роспотребнадзора изменения в законодательстве, то есть если раньше лагеря не получали санэпидзаключение, то на сегодня, в этом году, уже все лагеря должны получить обязательное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии лагеря. И на сегодняшний день 680 лагерей они должны получить. Нам подали заявление, уведомление об открытии лагерей, все 100% лагерей. Заявление подали, документы, все лагеря должны сдать документы для открытия, подали порядка 97%. Ну и санэпидзаключение на сегодня получили 75% лагерей. То есть, как вы говорите, все лагеря находятся в этом реестре. А были ли в прошлом году, к примеру, случаи открытия лагерей, и что они не получали необходимую документацию и не вносились в этот реестр? Да, действительно, к сожалению, у нас остаются случаи открытия несанкционированных лагерей. Но это единичные случаи. В прошлом году у нас был один случай в Хангаласском районе, в поселке, населенном пункте Еланка. Там открылся лагерь спортивного направления, и при обнаружении этого лагеря было выявлено ряд грубейших нарушений санитарного законодательства, в связи с чем специалистами территориального отдела Роспотребнадзора были поданы документы в суд для приостановления деятельности, и работа лагеря была приостановлена на 90 суток. Но в течение летнего отдыха, июля месяца, они устранили эти нарушения. Значит, нарушения были устранимые, соответственно. Изначально можно было все это устранить и открыться как санкционированный лагерь. Ну и в августе они на 3-ю смену, этот лагерь открылся через новую экспертизу прошел. Перейдем к конкретному примеру. Допустим, у нас есть гражданин Н, который этим летом захотел открыть лагерь детского отдыха, либо развлекательный, либо еще на какой-нибудь лагерь, допустим, тематический по изучению, к примеру, иностранных языков. Он нашел арендуемую площадь, он нашел преподавателей и воспитателей, которых он хочет нанять. Что ему нужно делать? Ему нужно открыть юридическое лицо, если да, то какая организационно-правовая форма, или же это может быть ИП? Какие документы и в какой орган обращаться для этого? И что самое главное, сколько это времени обычно занимает именно процесс всей регистрации? Типы и виды лагерей, они подразделяются на загородные стационарные оздоровительные лагеря, то есть это уже со своими территориями, со своими стационарными помещениями, за городом, которые находятся. Есть лагеря, которые открываются на базе наших санаториев, например, на базе санатория Чебдик, на базе санатория сменов СВФУ открываются. Есть палаточные типы лагерей, есть лагеря труда и отдыха, которые могут организоваться на базе других образовательных учреждений, которые имеют лицензию на образовательную деятельность и, соответственно, имеют санэпидзаключение о соответствии.
И дневные лагеря. Ну, это у нас 75% по республике дневных лагерей, то есть это мы называем их летние площадки. Они открываются на базе общеобразовательных школ и в большинстве своих случаев работают только вот в июне месяце. Да? Ну, и больший охват детей, вот порядка 70% детей от республики именно отдыхает и занимается вот в дневных лагерях. А если частное лицо, индивидуальный предприниматель хочет открыть лагерь, ну, этим самым там занять детей, также и заработать деньги, да, он должен арендовать соответствующее помещение. За 2 месяца до открытия, до запланирования этого лагеря он должен обязательно в соответствии с требованиями санитарных правил уведомить орган Роспотребнадзора в субъекте, то есть управление Роспотребнадзора. Ну и далее уже процедура идет экспертизы, как лагеря уведомляются, мы уже проводим в соответствии, с какого типа он лагерь открывает. Или дневной лагерь, или там круглосуточный лагерь, какой лагерь. В соответствии с этими существуют санитарные правила для каждого вида и типа лагеря, свои санитарные правила и требования. А давайте теперь посмотрим на ситуацию со стороны родителя. Какие документы необходимы для поступления в летний лагерь детей, иметь ребенку, и много ли этих документов? Ну, с нашей точки зрения, да, мы охраняем здоровье детей, профилактика инфекционных заболеваний, пищевых отравлений. Лагерь – это организованный коллектив, да, скажем так. И каждый родитель, отдавая своего ребенка вот в лагерь, он отдает его в организованный, в другой коллектив. Не вот в школе, не в классе, не в детском саду, да, а именно вот в другой коллектив, который только-только формируется. И, соответственно, мы требуем обязательную медицинскую документацию. Это форма учетная 79-я. В эту форму входят все осмотры специалистов, да, все анализы входят, минимум анализов, которые входят ну, вот в перечень этой справки. И туда же с этого года мы включили справку об отсутствии инфекционных заболеваний, то есть по месту жительства. Да? Эта справка действительно в течение 3 дней. Но в целом все участковые педиатры, они знают эту форму 79-ю учетную, и родители, соответственно, приходя в свое лечебно-профилактическое учреждение по месту прописки, они говорят: мы идем в лагерь такой-то, нам, пожалуйста, справку дайте. И все врачи знают, какую справку им оформить. А нужно ли родителю заключать с лагерем договор и на что обратить внимание своим родителям перед тем, как поставить свою подпись? Да, обязательно договора заключаются с родителями, ну, в двухстороннем порядке, да, и в договоре должны быть прописаны обязательно все условия, вот договорные условия, да, режим работы лагеря, адрес, там, наименование собственника лагеря, вообще какие дополнительные еще занятия происходят в лагере, платные они, бесплатные, режим питания и так далее. Все должно оговариваться в договоре. А этот договор идет как гражданско-правовой об оказании услуг, я правильно понимаю? Да, да. Вот ребенок поступил в лагерь, и родители, естественно, беспокоятся о том, что его чадо будет есть. И в связи с этим вопрос: какие продукты запрещено использовать в летних лагерях, и как вообще идет слежка вашим управлением Роспотребнадзора по санэпидемстанциям и по... Ну, надзор, да. Да, надзор. Надзор в этом случае, да, осуществляем. Наши специалисты в течение всего лета осуществляют государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе с лабораторным контролем. Ну, упор, в том числе и основной упор делается на работу пищеблоков. Запрещенные продукты, они установлены требованиями санитарных правил. Ну, это как и везде в школах, это... И газировок не должно быть, да, таких вот жареных во фритюре продуктов, там, да, продуктов домашнего приготовления, мясо диких животных, там, яйца разных водоплавающих птиц и так далее. Но этот перечень очень большой. Этот перечень, все лагеря, санкционированные лагеря, они знают этот перечень. И вообще для родителей каждый день вот, информирование вот, для родителей должно быть, какое меню у них, ребенок вот, употребляет сегодня, да, что на завтрак, что на обед, что на ужин. Там. Обычно в загородных лагерях у нас 4-5-разовое питание, а в дневных лагерях 2-3-разовое питание. Но все меню, они утверждаются и согласовываются
с управлением Роспотребнадзора, поэтому те лагеря, которые имеют санэпидзаключение, они вот все эти правила обязаны знать, должны знать. А вы уже не раз ссылались на правила. Какие существуют основные нормативно-правовые акты, которые регулируют как раз-таки деятельность таких учреждений? Но с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, это основной наш федеральный закон, 52-й, о санэпидблагополучии населения, и санитарные правила и нормы для загородных лагерей, для дневных лагерей, для лагерей труда и отдыха, для палаточных лагерей вот есть. В этом году в нашей республике были подтоплены многие населенные пункты и многие районы. Как это может повлиять на летний отдых в республике? Ну вот да, к сожалению, у нас на сегодняшний день мы имеем 28 летних оздоровительных учреждений, которые находятся на территории подтопленных населенных пунктов. А затоплены были территории 6 летних оздоровительных лагерей, это 3 стационарных лагеря в Амгинском районе, территория палаточного лагеря в Мегино-Кангаласском районе и 2 дневных лагеря, то есть 2 школы в Усьмайском районе. Ну, на сегодня проводятся вот восстановительные работы в загородных лагерях, да, это просушка помещений, там текущий ремонт, косметические ремонты. И нашим предложением вот сроки открытия этих лагерей до окончания завершения всех этих восстановительных работ, они будут отложены. А по Усьмайскому району вот нами внесено предложение в Министерство образования и науки Республики о том, чтобы вот этих детей из села Кюбцы, села Альдикан вот как-то организовали, решили вопрос их отдыха и оздоровления в других лагерях республики. Многие дети едут в лагеря за пределы республики, и, естественно, это все происходит организованными группами. Как следует организовать перевозку детей и этих групп в лагере? Да, организованные перевозки детей у нас осуществляются вот по линии Министерства образования, по линии Министерства труда и социального развития. Да, все эти дети, они проходят здесь медицинский осмотр, берут справки, соответственно, ну и далее выезжают на летний И очень отдых. коротко, у вас есть возможность что-либо пожелать родителям? Я родителям пожелаю очень ответственно отнестись к выбору летнего оздоровительного учреждения. И, пожалуйста, заходите на сайт и уточняйте, вот, состоит ли в реестре этот лагерь, который вы отправляете своего ребенка, в реестре вот всех лагерей Российской Федерации. Наталья Борисовна, большое спасибо за разговор. А я напомню, что у нас в гостях был заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике. Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Раченко. Оставайтесь на эфире Якутия-24.